Здравствуйте, меня зовут Захлопкова Эмма. Тема доклада. Исследование химического состава пчелиного воска для создания слоя жизнедеятельности личинок восковой моли. Актуальностью нашей темы является изучение химического состава пчелиного воска, так как личинки восковой моли живут вместе с пчелами в улье, они питаются исключительно воском и прополисом. Мы использовали качественные реакции методом хроматографии. Из исследованных данных мы выявили, что в химический состав воска входят сложные эфиры, предельные углеводороды, свободные жирные кислоты, одноатомные спирты и вода. В опыте 1 для определения органического происхождения мы растворили воск и личинки в азотной кислоте. В опыте 2 мы определили, что восковые соды в сухом виде не имеют глюкозы. Из опыта 3 мы получили образцы чистого воска. Опыт 4 и 5 показывают разделение нейтральных липидов методом трансляционной хроматографии, из которого следует, что воск из кокона 1 и 2 состоят из диглицеридов. Кроме этого, воск из кокона 2 содержит свободные жирные кислоты, тогда как воск из кокона 1, личинка которого питается полиэтиленом, свободные жирные кислоты не содержит. И сделали следующие выводы. Во-первых, воск представляет собой многокомпонентное твердое вещество от белого до желто-бурого цвета с характерным медовым запахом. Во-вторых, из трудных источников мы выяснили, что воск является одним из важнейших продуктов пчеловодства, он идет на изготовление воршины. Во-третьих, опыт номер 1 показал, что восковая сода личинка восковой моли имеет органическое происхождение. В-четвертых, опытным путем мы определили, что восковые соды в сухом виде не содержат глюкозы, а соды с медом содержат глюкозу, так как экстракт приобретает красноватый цвет. В-пятых, из хроматограммы следует, что воск-2 имеет большое количество органических веществ, чем воск-1, тогда как воск-2 был получен из кокона, который питается только пчелиным воском, где жизнедеятельность личинок восковой моли при наблюдениях не выявилось, а воск-1 был получен из кокона 1, который питается кормом воска с отходом полиэтилена, где была выявлена активная жизнедеятельность личинок восковой моли. В-шестых, опыт методом трансляционной хроматографии показал, что воск из кокона 1 и 2 состоят из диглицеридов. Кроме того, воск из кокона 2 содержит свободные жирные кислоты, тогда как из кокона 1 личинка, которая питается полиэтиленом, свободные жирные кислоты не содержат, или они находятся в минимальном количестве. Можно предположить, что личинка восковой моли не только не разгрызает полиэтилен, но и ошибать его химически. Возможно, личинка восковой моли вырабатывает нужные ферменты, с помощью которых расщепляет органические вещества. Благодарю за внимание. До свидания.